Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Алданские полицейские раскрыли кражу с территории магазина. Украли 2 пластиковые бочки емкостью 200 литров каждая, 2 пластиковые емкости объемом 1 кубический метр, а также 2 металлических контейнера для мусора. Общая сумма похищенного составила более 60 тысяч рублей. Подозреваемым оказался владелец соседнего магазина. Совершив кражу, он спрятал имущество в свой контейнер, который также находился на территории рынка. Похищенное обнаружено при обыске. В отношении нечистого на руку предпринимателя возбуждено уголовное дело. Полиция выявила факты фиктивной прописки мигрантов в Нерюнгри. Нерюнгринские полицейские провели операцию «Нелегальный мигрант», в ходе которой установили, что 44-летняя жительница города Нерюнгри прописала в своей квартире 3 иностранцев. На самом деле они там не проживали. Также установлено, что 57-летний местный житель прописал в своей квартире 9 человек, за что взял с каждого по 2000 рублей. Подросток умер во время военно-полевых сборов в Мирнинском районе. Погибший – студент Мирнинского регионального технического колледжа. Следком Якутии проводит проверку по этому факту. Известно, что во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следком Якутии возбудил уголовное дело по факту травмирования детей на надувном аттракционе. Установлено, что 9 июня во время посещения надувного аттракциона 2 5-летние девочки упали с высоты более 1 метра и получили травмы, отметили в ведомстве. 11 июня текущего года в средствах массовой информации появились сообщения о травмировании 2 5-летних девочек на надувном аттракционе, установленном на Комсомольской площади города Якутска. В ходе процессуальной проверки установлено, что 9 июня во время посещения надувного аттракциона «Батута» 2 5-летние девочки упали с высоты более 1 метра и получили травмы. По предварительным данным, один ребенок получил перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья. Дети были доставлены в Национальный центр медицины, при этом девочка с травмой позвоночника госпитализирована. Кроме того, следователи проводят процессуальную проверку в отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей на наличие в их действиях признаков халатности. В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Расследование продолжается. На борту 2 танкеров в Оманском заливе произошли взрывы. Эвакуированы экипажи обоих судов, на одном из которых вспыхнул пожар. Обошлось без жертв, причины чрезвычайных происшествий устанавливаются. Не исключено нападение, в том числе с использованием мин и торпед, рассказывает Сергей Берец. Более 40 членов экипажей 2 танкеров спасены в Оманском заливе. На обоих судах произошли взрывы, причины которых выясняются. Фронт Альтаир под флагом Маршалловых островов перевозил 75 тысяч тонн нафты или леграина, горючей смеси жидких углеводородов. Тайваньская компания, которая зафрахтовала танкер, предположила, что в него попала торпеда. Это пока только гипотеза. Неназванный источник говорит, что взорвалась магнитная мина. Японская компания Кокука Саньо, владелец судна Кокука Courageous, перевозившего метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, заявила, что танкер получил повреждения выше ватерлинии в результате 2 взрывов. Как сообщило командование 5-го флота США, американские корабли, несущие службу в районе Персидского залива, приняли сигналы бедствия и оказали помощь пострадавшим судам. Иран заявил, что не имеет отношения к предполагаемым нападениям. Министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф назвал оба случая подозрительными, поскольку они совпали с визитом в страну премьер-министра Японии Синдзо Абе. До недавнего времени Япония была крупнейшим импортером иранской нефти. Перспективы дальнейших закупок стали довольно туманными после того, как Соединенные Штаты потребовали от своих союзников свернуть бизнес с Ираном. Вашингтон считает, что Тегеран не выполняет условия соглашения, предусматривающего его отказ от военной ядерной программы. Взрывы на танкерах в Оманском заливе привели к росту нефтяных цен на 4%. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.